Если бы не политическая воля, дела бы не было никакого. Но в данном случае, когда политическая воля имеет верховенство над законом, как в случае в современной России, вот у нас появляется такого рода дела. Николай, какое доказательство у вас, что это политическое дело? Доказательство главное – это действие власти по отношению к девушкам, который выходит за тот алгоритм действий, который происходит при обычном уголовном деле. Ну, это типа мщение Путина или... Я считаю, что да, здесь имеется обида личная. Вот. Я не думаю, что он пристально следит за этим делом, но в свое время был какой-то сигнал, скорее всего, и уже в рамках развития этого сигнала происходят все последующие события по этому делу. Какой человек? Про Путина? Я думаю, да. Ага. И, почему они ускорили? Мы же ожидали, что это будет через месяц, а только неделю, 10 дней спустя, и здесь. Почему они ускорили процесс? Сложно сказать. Я думаю, что их задача быстрее. Вы знаете, что запрещено. Да. Проезд автотранспорта. Да, спасибо. Уважаемые граждане, убедительная просьба зайти на тротуар, вы мешаете проезду автотранспорту. Сегодня принципиальный день, поскольку если только суд пойдет на ограничение до 9 числа, фактически нам дают 2 дня. 2 дня, потому что суббота-воскресенье, 7-8. На сегодняшний день, вот я видел позавчера моих подзащитных, всех 3, каждый из них познакомился только в лучшем случае с 3 томами дела. 7 томов, 300 страниц, итого около 2800 страниц, плюс цифровые материалы, которые еще даже не исследовались в принципе, мы даже их не просматривали. А вообще, ваш цель в этом деле? Ну, понимаете, наша цель — это оправдание наших подзащитных по существу при возможности переквалификации с уголовного на административное правонарушение, совершенного ими деяния 21 числа в храме Христа Спасителя. И эта цель сегодня уже по существу вряд ли будет достигнута. На самом верху принято решение о том, чтобы осудить их, и наказание будет колебаться между годом и 3. Почему вы так уверены? Нет, это будет реальный срок. Почему вы так уверены? Потому что если сегодня фактически обнаружена будет 217 статья, часть 3, ограничение допускается. Ограничение... Убедительная просьба зайти на тротуар, вы мешаете проезду автотранспорта. Ограничение знакомства с делом подзащитных и их адвокатов не допускается в принципе. Такое изъятие возможно только в случае, если сторона защиты и подзащитные сознательно затягивают знакомство с делом. Сознательное затягивание — это отказ от знакомства с делом, выход из камеры наших подзащитных в соответствующие следственные комнаты, но они знакомятся 5 дней в неделю. С утра и с перерывом на обед. Где же здесь затягивание? Почему вы считаете, что это не уголовное дело, а административное? Ну, потому что, как юрист, я вам могу сказать, что по объективной стороне преступления оно не подпадает под признаки квалификации статьи 213, часть 2, поскольку материальный состав предполагает исключительно действие. Мотив, который доказывает следствие, подтягивается через клип, который был выпущен в сети интернет, причем в деле из тех материалов 4 томов, которые мы пересняли, я успел познакомиться, нет доказательств авторства этого клипа как художественного произведения наших подзащитных. Они участвовали в клипе, они, конечно, принимали участие в его обнародовании, но тем не менее там были и другие лица, как, впрочем, и то, что даже по существу событий 21 числа в нем принимали участие еще 2 девушки. И следствию это не нужно, потому что оно имеет предварительное задание на осуждение. Никто не разбирается с юридической стороной деяния. Это существенно. И поэтому мы бы еще допустили, если бы дело было возбуждено по 282 статье, которая имеет формальный состав. Но ввиду того, что это только состав средней тяжести, а им нужен был тяжкое преступление для того, чтобы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Что вы будете делать, если вам все-таки ограничить срок ознакомления? Дело в том, что мы успеем за 2 дня в лучшем случае, но сегодня у нас с этим большие проблемы, переснять оставшиеся 3 тома. Виолетта у нас за это отвечает, Волкова. Но мы точно уже не будем иметь цифровых материалов, то есть тех дисков,
и тех, значит, жестких дисков из компьютеров, которые находятся в деле. Точно их уже не будет, и мы не сможем их передать экспертам. Это очень важно, потому что экспертиза должна осуществляться только исходя из материалов уголовного дела. Мы не можем представить в экспертизу материалы, содержащиеся в интернете. Их не примет суд. А давление международное не поможет вам? Ну, в данном случае оно только может вывести эту проблему на более высокий уровень международного обсуждения. Но помочь реально в суде нет, потому что решение принимается дискреционно. Они не смотрят ни на давление общественности, ни на подписи творческой элиты. Сегодня вот у нас на руках перед судом 9 числа обжалование суда первой инстанции от 20 июня фактически поручительство от ряда очень существенных лиц, которые представляют гражданское общество. Здесь и режиссер Владимир Мирзоев с супругой, это и Филипп Дзитко, известный журналист. У нас также Людмила Улицкая подала свое поручение за них. Не говоря уже о Чулпан Хаматовой, главном редакторе «Новой газеты» Дмитрии Муратове, Александре Лебедеве и многих других. Интересно, если такие поручительства не будут приняты судом, что это означает тоже? Вкупе с судом сегодняшним, я думаю, что это означает, что по существу принято решение о том, чтобы их посадить. И не будут взирать ни на статьи Уголовно-процессуального кодекса, ни на какие другие формальные причины. А почему это так? Почему это не влияет? Потому что это политическое дело. Оно приобрело политический масштаб. И вне зависимости от того, исходя какими были цели изначально, сегодня по факту уже ситуация такова, что это будет политическое решение в Кремле. Скажите, пожалуйста, а почему поручительство, по вашему мнению, должно повлиять? Ведь суд представителей ФИМИДа богиня с завязанными глазами. Завязанными глазами? Да. Так пусть она завяжет. Она не должна смотреть на то, кто поручительствует. Хорошо. Почему вот эти люди, если не поручились, они должны какое-то иметь влияние на суд? Потому что таковы разъяснения Пленума Верховного Суда в части статьи 103 Уголовно-процессуального кодекса. Лица, которые поручаются за, в данном случае, подзащитных с учетом личности обвиняемых, конечно, могут быть существенным основанием для изменения меры пресечения. Понимаете, если бы мы с вами поручались, это одно, но за них поручаются лица, которые гарантируют их явку в суд по требованию следствия и всех других правоохранительных органов, в том случае, если в этом возникает необходимость. И сам статус этих лиц влияет значительно, если не в решающей степени, на избрание такой альтернативной меры пресечения. Так трактует закон, это не мое мнение об этом. Но почему ФИМИДа с завязанными глазами сегодня собирается ограничить знакомство делом меньшими месяцами? Нам знакомство с 7 томами дела. Скажите, где же ее завязанные глаза? Разве на нее не влияет следствие? Статья 217, часть 3. Вы ее читали? Читал. Прекрасно. Что там сказано? Что это хулиганство. Статья 217 Уголовно-процессуального кодекса. Понятно. Хорошо, все, дайте, мне надо идти работать, если честно. Да. Да, и сегодня Первый канал такой первый. Так, в общем, это был Марк Фейгин, адвокат